Каждый патриот Родины обязан знать происхождение и историю своего народа. В них заключены сущность его идентичности, истоки культуры и нравственных ценностей. Лишенный этого человек не воспринимается другими этносами как представитель своей нации. Его можно оболгать, придумать за него другую историю и лишить его своих корней. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет важное значение истории своего народа, так как во все времена представители ученого мира пытались ее изменить или преподнести в ненаглядном образе. В начале 2024 глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров своим указом объявил, что это год истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа для сохранения исторической памяти, возрождения и привлечения внимания общественности к наследию чеченцев. История и культурное наследие – это как язык. Историю çıkılçı doğana dikte olsun değil doğana оргкомитетом doğana учебный член оргкомитета. Да, каждый должен заниматься, не просто заниматься, чтобы посчитать, сколько проведен мероприятий, сколько получено пользы от этих мероприятий. В республике интенсивно начали готовить план мероприятий. Академия наук Чеченской Республики, как ведущая научная организация, провела много научных конференций, симпозиумов, круглых столов, изданий и презентаций, монографий и многое другое, что касалось знаменательных для республики дат и событий. Самой знаменательной научно-исследовательской работой стал сборник архивных документов и статей о первом имаме Кавказа под авторством российского историка Александра Соколова, депутата Государственной Думы Адама Делимханова и президента Академии наук Чеченской Республики Джамбулата Умарова. Задача была крайне сложная, политически ангажированная различными силами, в первую очередь политическими, и в самой России, и за ее пределами. Личность шейха Мансура – это не какой-то, как говорят в кинематографе, региональный байопик, да, исторический, а это огромная, эпохальная, я бы сказал, драма мирового значения, в которую во второй половине XVIII века были втянуты 3 сверхимперии на тот момент. В тогдашней прессе, и это нами установлено абсолютно точно, появляется некий, ну его тогда называли пророком, да, некий пророк шейх Мансур. Естественно, всем в Европе очень хотелось, чтобы он был европейцем. Ну, например, тем же Джованни Баттиста Боэта. Но учитывая, еще раз повторяю, что это был золотой век Калиостро, ничего удивительного в том, что такое странное перевоплощение произошло, такое лицедейство, я бы сказал. В этом нет ничего странного. Это ответ эпохи, да? И это ее вздохи мы слышим до сих пор. И тем не менее, даже сейчас мы слышали, что где-то в Турине есть некий музей, который носит название Шейх Мансур, ну, шейх Мансур, да? Вот. Ну, к сожалению, санкции, к сожалению, современные политические, негативные, я бы сказал, связанные с СВО в Украине, тернии нам не позволяют туда попасть. Дал Аллах, попадем. Кто на самом деле был шейх Мансур? Какое отношение он имел к Боэти? Понимаете, его происхождение приписывают даже Оренбургу. О нем говорят как о человеке, который мог быть любой национальности, который мог быть любого происхождения. И его истинно чеченское происхождение уже на полном серьезе начали подмывать, да, некоторыми своими работами, заявлениями, не только сейчас.
Личность шейха Мансура, которую наш народ однозначно считал чеченцем, подверглась сомнению. Складывались споры и легенды даже о происхождении первого имама Кавказа. Но благодаря многочисленным исследованиям чеченских ученых сегодня на этот счет не осталось никаких сомнений. Чтобы не только мы и не только сами, разбирались в этой личности. Для этого были приглашены, ознакомлены с документами люди с нечеченскими фамилиями. И я это делал специально. Мы также привлекли очень разносторонние силы к этому. Над проектом работали представители Санкт-Петербургской исторической школы. Это небезызвестный Соколов Александр Ростиславович, доктор наук. Это Юрий Дмитриевич Анчабадзе, доктор наук, представитель Российской академии наук. Это представители Российского исторического общества. И, разумеется, представители региональных научных центров и академий здесь, на Северном Кавказе. И далее, когда мы говорим о международном масштабе, это же была международная конференция у нас в конце сентября, в этом благородном деле участвовала Абхазская академия наук, несколько университетов и исторических факультетов университетов Анкары, Стамбула, Кони. Это иорданские ученые, это ученые из Ирана, и наши коллеги европейские, это бельгийские наши коллеги из Франции, это, кстати, коллеги из Казахстана, это очень интересно, потому что одна из версий, которая уже подтверждается документально, это версия присяги шейху Мансуру. У некоторых и даже и происхождение шейха Мансура из киргизо-кайсатских степей. Шейх Мансур совершенно безусловно и доказательно является чеченцем. Вот это мы доказали. В издании представлены 284 архивных документа, где рассказывается о жизненном пути лидера народно-освободительного движения, объединившего не только чеченцев, но и представителей разных народов Кавказа. Некоторые из них публикуются впервые. Когда в наши руки попало вот это знаменитое письмо Умахана Великого, аварского нуцала, письмо к шейху Мансуру, мы сразу отгородились от документа, и тому же Александру Ростиславовичу, который принимал прямое участие, как, в общем-то, я считаю, архивный гений России, и помощь в установлении подлинности этого документа оказал депутат Государственной Думы, председатель Комитета по международным делам, и самое главное, лидер партии и фракции ЛДПР Слуцкий Леонид Эдуардович, за что огромное спасибо ему и низкий поклон от чеченского народа за этот документ, который пролил на многое свет. И в этом письме аварский нуцал Умахан называет шейха Мансура своим имамом. Он его называет имамом того времени, укрепляющим шариат. И тут, внимание, это тоже очень серьезное открытие. Человеком, который, и это тоже пытались нам, да нет, он там непонятно, у него там не было ни тариката, тогда же тарикаты были. Он был еще и основателем, согласно этого письма, от тарикатуль Мустафавия. Тарикат Мустафавия, согласно мнениям большого числа ученых, это от слова Мустафа, избранные, то есть, видимо, это были приверженцы сунны, потому что Мустафа – это избранные, Мустафой называют пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И помимо всего прочего, в этом письме он говорит о том, что готов выполнять любой его приказ. Что показала история? А история показала, это уже дополнительный пласт документов, то, что и вправду, помогая своему брату, но не потому, что он там его боялся, или он там что-то там содрогался, он понимал, что это его долг как мусульманина. Он шел на соединение с шейхом Мансуром для того, чтобы напасть на Киржарскую крепость, которая была тогда форпостом Российской империи на Северо-Восточном Кавказе. Поэтому все вот эти попытки поставить там чеченский народ выше народов Дагестана, или дагестанские народы поставить, или там тот же аварский народ выше там других народов, включая чеченский, они потерпели фиаско. И был второй вопрос. Платили ли чеченцы, как это написано в Википедии,
да, дань аварскому нуцалу Умахану. Оказывается, во времена шейха Мансура, который вон на Россию пошел, да, на Российскую империю воевать, крепость пошел захватывать, да, оказывается, вот во времена шейха Мансура чеченцы, пусть даже некоторые общества, платили дань аварскому хану. Еще его ханом называют. На самом деле это попытка рассорить народы. Это попытка нажать на исторические и ментальные мозоли наших народов. Не поддавайтесь, пожалуйста, дорогие братья Маарулла, дорогие братья Нохчи, не поддавайтесь на подобные провокации. И шейх Мансур, и аварский нуцал Умахан – это были братья. И их неделимое, если хотите, кровное в исламе и по жизни братство мы доказали. Никакого уничижения в письме, которое было представлено Леонидом Слуцким, ничего, кроме подтверждения взаимного уважения, взаимного братства в этом письме нет. В материалах сборника рассказывается, как, бросив вызов самодержавной политике Екатерины II, шейх Мансур уловил дух и запросы наступающей эпохи, несмотря на поражение, прошел по избранному пути, в конце которого русские и другие коренные народы Кавказа научились жить вместе. Я бы хотел вам сказать, что мы обнаружили очень любопытный документ. Мы знаем по другому документу, что в 1791 году в Анапе был пленен не только чеченец шейх Мансур, но были пленены 3 чеченца еще и 1 лезгин, 4 человека. Я их вам назову сейчас. Это Хаджи Хасан, чеченец. Это Кей Али Карташов. Это как в документах записано. И 3 это Чаги Витингов. И Сулейман Едичи Ульц. Вот эти 4 человека по приказу Жигулина их припроводили в Шерсербургскую крепость. Но, что интересно, после смерти шейха Мансура в 1794 году, а ему предлагали много разных тысяч золотых рублей, ему предлагали титулы, ему предлагали звания, чуть ли не там, наместничество, да, там. Разные были предложения шейху Мансуру, но он решил уйти в вечную жизнь шахидом и истинным сыном чеченского народа. Он решил именно в этом героическом подвиге обрести свою вечность, как наш с вами герой, как наша с вами гордость, как величайший и неподражаемый пример стойкости духа истинного чеченца, который отдал свою жизнь, защищая родные аулы, родные горы, чистоту этих ручьев и неприкосновенность женщин. Вот это самое настоящее воплощение того, что мы называем Нохчал. И, видя это, Екатерина II приказала помиловать этих 4 человек, отпустить их просто-напросто домой, проявив к ним знаки уважения. Ну и по легенде, говорят, что она этот поступок сопроводила словами о том, что если бы у меня были бы такие подданные, которые до конца оказались верными своему шейху, своему имаму, то величию России не было бы предела. Значимым событием года истории для Академии наук Чеченской Республики стал выпуск документальных фильмов «Сыны Чечни на страже российской державы». В новой кинематографической работе Джамбулата Умарова подробно и убедительно показан подвиг чеченских воинов на протяжении многих лет, защищавших российское государство, участвуя в различных войнах и проявивших в этом высочайший героизм. Это материалы о доблестных чеченских воинах, оставивших свой след как в прошлой, так и в современной истории Чеченской Республики. Его необычное имя связано со старинным словом «арц», покрытая лесом гора или холм. Арцу Чермоев родился 16 июля 1825 года.
Год истории подходит к концу, но на этом история не заканчивается. В планах на следующий год в Академии наук более подробное изучение истории чеченцев как торговцев, земледельцев и не только. Есть у нас очень много вопросов, таких лакун, скажем, да, или белых пятен, о том, что из себя представлял наш народ с точки зрения, например, той же торговли. Важный момент. Что наш народ представлял собой с точки зрения ремесла? Важный вопрос, важный. Ведь поймите, да, я понимаю, там войны, да, я понимаю, там, значит, кинжалы, скрежет железа, сражения, там, я не знаю, Валерик, Дарго, там, Гихи. Да, это важно. Но даже это используют наши враги, говоря о том, что чеченцы на большее не способны. И как-то вот закрепился за чеченцами такой образ, что мы какие-то, знаете, пещерные люди, которые вот с камнями, дубинками, кинжалами, да, мы нападали на соседей. Вот набеговая система. А где вы? Набеговая система была у многих народов. Назовите мне хотя бы один народ, который в своей исторической ретроспективе на кого-нибудь не совершал набеги. Ничего подобного. Чеченцы умудрялись выращивать злаки в горах, так называемое террасное земледелие. Посмотрите, до сих пор памятники эти остались. Чеченцы умудрялись выращивать такую непростую культуру, как кукуруза, ну, в более поздние, естественно, уже времена, да? Посмотрите, какие урожаи, например, того же картофеля и той же моркови были в Галанчорском районе в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Да, я сейчас говорю о поздних временах. Что, чеченцам чуждо было сельское хозяйство? Да, чеченцы в основе своей это трудолюбивые крестьяне, понимаете? И поэтому мы, кто крестьяне, чтобы люди понимали, что это не христиане, что крестьяне это люди, которые живут на своей земле и трудятся на этой земле. Чеченский народ этому земледелию научился не в горах, а на равнинах, откуда его вечно гнали. Те же монголы в первой, так сказать, половине XIII века, тот же Тимур Хромой, азиаты уже в конце, так сказать, XIV века. Передохнуть нашему народу не давали. Поэтому ни один народ, если ни один человек нормальный, в горах в этих условиях жить не будет. Наша культура, наша цивилизация, чтобы все знали, дорогие телезрители, это равнинная цивилизация. Это цивилизация, о которой писали, я своими глазами видел этот источник, о котором писали, так сказать, еще их невозможно, армянских монахов, там заподозрить какой-то чрезмерной любви к чеченскому народу. Нет, они просто были честные историки. И в армянской географии Ашхарацуйц четко и ясно описывается образ жизни нахчематьян. В рамках Года истории было проведено 2073 мероприятия, еще 100 организовали в различных субъектах России. Опубликовано 6500 материалов, посвященных истории Чеченской Республики. В частности, изданы сборники исторических книг, пополнены книжные и музейные фонды региона, восстановлены 144 объекта культурного наследия. На 250 объектах Хойского исторического архитектурного комплекса провели восстановительные работы. История – это всегда загадка, и ее нужно отгадывать. А в жизни и происхождении чеченцев осталось много неясного, неисследованного. И на современных потомков этого гордого и великого народа остается важная миссия – изучать и добиваться исторической справедливости в память об ушедших предках.